Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Взгляд на настоящее и ориентир на будущее. Президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Главные тезисы выступления главы страны. Новая система, новые проблемы. Как в Якутске внедряется мусорная реформа. ОНФ провел рейд по частному сектору столицы. Осторожно, снег на голову. Управляющие компании в Алдане начали сброс снега с крыш многоквартирных домов. Граждан призывают быть внимательнее. Приоритет на демографию. В перинатальном центре Якутска будущим мамам рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми. Жизнь без барьеров. В Мирном в местном бассейне для детей-инвалидов установили специальный подъемник. Ребята активно начали заниматься плаванием. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце выпуска. Глава государства традиционно изложил свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Завершилось выступление президента России с посланием Федеральному собранию страны. Путин предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью. Помимо этого, глава государства предложил с 1 января 2020 года поднять планку до 2 прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит практически в 1,5 раза увеличить число семей, которые получают выплаты. Кроме того, он предложил увеличить пособие по инвалидности детей до 10 тысяч рублей. Путин также призвал навести порядок в мусорной сфере. Кроме этого, президент предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» с подъемными в 1 миллион рублей. Нынешнее обращение к парламенту стало для президента 15-м по счету. В России проверят регионы, задерживающие переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев потребовал от генпрокурора Юрия Чайки проверить обоснованность задержек перехода на новую систему обращения с ТКО в тех регионах, которые отстают в этой работе. Медведев назвал ситуацию ненормальной и предложил привлекать к ответственности отстающих, иначе, подчеркнул он, одни будут работать, создавать новые возможности, нести какие-то издержки, а другие вообще ничего делать не будут, сказал премьер-министр страны. То, каким образом внедряется мусорная реформа в Якутске, проверил Общероссийский народный фронт. Сегодня члены ОНФ провели рейд по частному сектору столицы. Репортаж Сусанны Рожиной. Согласно новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в частном секторе должны быть установлены контейнерные площадки, которые должна оборудовать муниципальная власть. Но, как мы видим, по итогам рейда ОНФ эти площадки не установлены, и в самом центре города, в частном секторе, твердый и жидкий мусор валяется прямо на земле. В данном случае фиксируем правонарушение, оно налицо. Будем уведомлять муниципалитет. На данный момент в частном секторе нет ни площадок, ни контейнеров. Оплаты уже с 1 января взимают со всех. При этом уже нельзя самим вывозить мусор на полигон, как раньше. Масштабные, так сказать, нарушения. Можно сказать, что частный сектор страдает критически. В любой почти что двор можно заехать и обнаружить данную свалку. Но региональный оператор может осуществлять вывоз только с оборудованных мусорных точек. В день стабильно выполняется 2 выезда. Каждый выезд у нас это полная загрузка, 30 адресов, 60 баков каждый выезд. То есть в общей сложности 120 баков. Это с учетом подбора, и это чистки территории вокруг. Реализацию мусорной реформы в Якутии на контроль взяла ОНФ и будет проводить постоянно подобные рейды. Так, в ближайшее время с головного московского офиса должны приехать члены ОНФ и также проверить, как региональный оператор работает в субъектах. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Управляющие компании в Алдане постепенно начинают работу по сбросу снега с крыш многоквартирных домов. Граждан призывают быть осторожнее и внимательнее рядом с такими объектами. Руслан Павлов подробнее.
С приближением весны в социальных сетях и мессенджерах все чаще появляется видео о сходе снега с крыш и его последствиях. Подобное явление происходит ежегодно с началом потепления, и всегда есть пострадавшая техника и возмущенные люди. С начала февраля управляющая компания начала работу по сбросу снега с крыш многоквартирных домов. Сформировано 4 бригады. Работу производят ежедневно. Поставить бригады уборщиков на все крыши просто невозможно, тем более, что за состоянием крыши и безопасностью людей должны следить не только управляющие компании, но и владельцы магазинов, офисов, учреждений. Хочется мне еще обратиться к руководителям предприятий, учреждений, к предпринимателям о том, что они более внимательно относились к своему имуществу, чтобы следили за снегом, чтобы избежать конфликтных ситуаций и травматичных ситуаций. В этом году снега не так много, однако его произвольные сходы происходят, и спрогнозировать их сложно. Население за долгую зиму теряет бдительность и по привычке оставляет транспорт во дворах, не задумываясь о последствиях. Но также у нас есть случаи самопроизвольного схода снега с крыш. Здесь мы принимаем заявки, стараемся производить очистку территории многоквартирных домов от снега. Стоит отметить, что бригады, которые нанимает управляющая компания, не всегда ответственно относятся к мерам безопасности. Много магазинов и офисов находятся в многоквартирных домах, и когда производятся работы по расчистке крыш, хозяева этих заведений не всегда получают предупреждение об этом, что увеличивает возможность несчастного случая. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 10,5 миллионов тонн руды в год. Такой объем начала обрабатывать обогатительная фабрика номер 12 Удачнинского ГОКа. Обогатители к этому событию шли не один год. Этот и другие вопросы поднимались на собрании хозяйственного актива предприятия. Рассказывает Ирина Балкова. Обогатительный комплекс Удачнинского комбината, можно сказать, получил второе свое рождение. Чтобы восстановить производительность обогатительной фабрики номер 12 до прежних объемов в 10 миллионов тонн руды в год, там провели глобальное техперевооружение и восстановили работу первой очереди. Напомним, в 2009 году ее законсервировали. И из 2 параллельных технологических линий одну остановили. С освоением новых месторождений обогатителям все же удалось доказать необходимость ее запуска. И как результат, фабрика вновь взяла проектную нагрузку. Об этом и других итогах 2018 года говорили на собрании хозяйственного актива цеха. Перед нами ставилось несколько задач, больших объемных задач, которые мы не решали достаточное количество лет. А именно, их было, если по порядку брать, то в рудоподготовке, в обогащении доводки была одна целевая задача – это снова вернуть фабрике ее исконную производительность, запустить первую, так называемую, раньше первая бывшая очередь, а ныне это первая секция после нескольких лет простоя. Именно с 2009 года у нас первая секция стояла. Это касалось и участка рудоподготовки, обогащения доводки. Нужно сказать, что со скрипом, но мы это сделали. Прошлый год также был символичным в том плане, что мы очень сделали большой объем технического перевооружения по фабрике, а попросту говоря, мы восстановили первую очередь. Не просто восстановили, там у нас был проект, который выполнил институт как раз по замене оборудования, по новым схемам. Нынче летний ремонт фабрики начнется 15 мая и продлится всего 3 недели. Работу комплекса на это время приостановят, ведь некоторое оборудование без остановки не отремонтировать. Основные работы – это, конечно, ремонт дробилки крупного дробления, она у нас одна. Резервной нет. Нам очень важно будет провести качественный ремонт технологического оборудования, провести ремонт редукторов на головных конвейерах, потому что тоже в течение года эту работу сделать практически невозможно. Нам нужно устранить те негативные моменты, которые нам сейчас мешают работать.
Такие встречи работников с руководством – хороший повод задать вопросы. Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, рассмотрение персональных надбавок и увеличение численности персонала на предприятии. Об этом говорили уже ближе к концу собрания. В целом же работу обогатительной фабрики номер 12 в 2018 году признали удовлетворительной. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сейчас короткая пауза, вернемся через минуту. Приоритет на демографию в перинатальном центре Якутска. Будущим мамам рассказали о мерах соцподдержки семей с детьми. Жить без барьеров в Мирном в местном бассейне для детей-инвалидов установили спецподъемник. Ребята активно начали заниматься плаванием. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Ниренгринского района в завершении выпуска. Это Якутия-24, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Депутаты Госдумы приняли закон, облегчающий положение должников по ипотечным кредитам. Теперь банки вправе требовать от них уплаты исполнительского сбора, только если его объем не превышает 7% от суммы. Раньше, если супружеская пара брала ипотеку на квартиру, но затем у них возникали трудности с выплатами, они обязаны были вернуть банку не только кредит с процентами, но и оплатить исполнительский сбор. Зачастую это была немаленькая сумма, которая могла достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый закон эту норму отменяет. Теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых. Налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы России в 2020 году. Министр финансов Антон Силуанов поручил летом текущего года представить доклад о первых итогах этого проекта. Пока же такой налоговый режим действует в 4 пилотных регионах – в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Самозанятые могут оплачивать налог на профессиональный доход в размере от 4 до 6% через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой. На 4% повысят заработную плату бюджетникам Якутии, не включенным в майские указы. Данная мера принята по поручению главы республики в целях устранения дисбаланса в оплате труда бюджетников. Напомним, в последние годы существенно возросла заработная плата 12 целевых категорий работников. Это врачи, учителя, медики, библиотекари, работники социальных служб и другие. В ряде случаев заработная плата выросла в несколько раз, но вместе с тем сформировалась определенная разница в оплате труда. Прежде всего это касается не основного персонала. В правительстве Якутии отметили, что работа по сокращению этого дисбаланса будет вестись и дальше. В кабинете министров уже разработали комплексный план ее решения. Якутия наращивает экспорт пушнины, пантов оленей и бивней мамонта. На сегодня в республике 37 предприятий занимаются экспортом животноводческой продукции. К примеру, в прошлом году в Китай и Гонконг было вывезено более 138 тысяч пушно-мехового сырья, 11 тонн бивней мамонта, 67 тонн рогов лося и северного оленя. Сотрудники управления Россельхознадзора провели семинар для предпринимателей-экспортеров и ответили на интересующие их вопросы. Также были отмечены и проблемы, возникающие в этой отрасли. С нашей стороны таких больших проблем нету. Просто люди и предприниматели на данный момент мало осведомлены о том, что они могут вывозить свою продукцию. В основном у нас сырье увозится, а пищевая продукция еще на подходе, скажем так. Так как предприниматели и организации на данный момент прибавляется, как экспортеров, то, соответственно, вырастает объем вывозимой продукции. К другим темам в перинатальном центре Якутска будущим мамам рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми. Напомним, глава региона Айсен Николаев 14 февраля издал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Эти нововведения коснутся всех детей, рожденных с 1 января 2019 года. Все подробности у Саргаланы Федоровой.
В перинатальном центре Якутска ежедневно на свет появляются в среднем 15-20 детей. Большая часть новорожденных – вторые и последующие дети. Пополнить ряд многодетных мам готовится Кристина Строева. Она надеется, что дополнительные выплаты станут большим подспорьем для многодетной семьи. Очень существенная поддержка. Особенно на третьего ребеночка. На первого ребенка дополнительно единовременно идет, да? А на второго ребенка региональный капитал добавили. На третьего ребенка до 3 лет будут оплачивать пособие, тоже очень хорошо. При рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную выплату в 2-кратном размере прожиточного минимума на ребенка. На сегодня это 33 812 рублей. А на второго ребенка семье положено 30% от маткапитала или 135 900 рублей. С третьим ребенком до достижения его 3-летнего возраста ежемесячно будут выплачивать 16 900 рублей в размере одного прожиточного минимума для детей. Помимо всех пособий, которые у нас были и есть, они как бы не отменены. Вот эти меры, они должны, направлены на улучшение демографической ситуации. В прошлом году был подписан указ президента российского при рождении первенцев. Как показывает статистика, рождаемость, она как бы пошла вверх. В перинатальном центре роды протекают без стресса и особых осложнений. Во многом это удается благодаря плановой медицинской помощи во время беременности. В центре активно пропагандируют совместные роды. Они безопасны и для мамы, и для малыша. А от мужа требуется только ФЛГ. И при поступлении они должны поступить вместе. Муж в эмоциональном плане помогает, поддерживает, там массаж делать, врача позвать. Дополнительные выплаты в республике приняты в рамках исполнения задач, поставленных в майском указе президента России по поддержке демографии и качества жизни в целом. Порядок новых выплат установят в марте. Услуга может быть доступна и в электронном формате. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В Ленске жители указывают на большой интервал во времени передвижения маршрутных автобусов. Чтобы узнать, правда ли это, наш корреспондент Анна Кожевникова проехалась в общественном транспорте и выслушала мнение пассажиров и перевозчиков. Мы решили проверить, как ездит общественный транспорт в час пик и отправились из микрорайона Разведчик в обеденное время. Но, как видите, автобус пустой. Мы проехали по самому длинному маршруту до самого отдаленного микрорайона. Давки не наблюдалось, а единственной претензией было старое расписание на автобусных остановках и разница в пару минут при отправке автобуса. В принципе, меня устраивает распределение, по крайней мере, линия вот эта вот Мухтуя-Разведчик меня устраивает. А вот по части остальных вам не скажу даже. Как рассказала кондуктор, в основном пассажиры попадаются вежливые, платят исправно. Но вот цена уже не поднималась 4 года. Пора уже поднимать, цены поднялись, солярка уже 4 или 5 раз поднялась, а цена-то все та же самая. Но если до Разведчика ходит 2 маршрута, это 5 автобусов, то до микрорайона Северный всего 3 автобуса по 2 маршрутам. Мы решили побеседовать с пассажирами самого популярного. Я на автобусе езжу только в обед, в одно и то же время всегда автобус по расписанию приходит, без опозданий. И в это время народу меньше, буквально через полчаса будет самый обеденный перерыв, будет народу больше. Но есть и недовольные расписанием и интервалом между автобусами жители. Утром где-то часов с 11 до 12 до начала первого не уедешь, особенно с Северного. Хоть 2 тройки ходят и 4 ходишь. И во время пересмены точно так же. Час стоишь, опоздал на последнюю тройку, на 4, и стоишь где-то до 10 минут 5. Всего у индивидуального предпринимателя Антоновского, единственного перевозчика в Ленске, 14 автобусов. 7 из них собственных, 7 арендованных у города. Техника не новая, но ездит исправно. Автобусы работают исправно в зимнее время, практически не ломаются. На данной модели исходов нету, работаем постоянно. Для того, чтобы содержать автопарк в порядке, необходимы средства, а доход у предпринимателя только с продажи билетов и оплаты проездных льготникам, с которыми периодами возникают проблемы. Со своей же стороны городская администрация оказывает поддержку в виде снижения арендной платы за использование муниципального имущества. Но это капля в море. При этом на качество работы общественного транспорта в последние 2 года жалоб к мэру города не поступало. А все предложения по изменению маршрутов были рассмотрены и скорректированы совместно с перевозчиком. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Мирном дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут активно заниматься плаванием. В местном бассейне «Кристалл» установили специальный подъемник. Сюжет Марфирины Алексеевой. С просьбой установить специализированное оборудование в общество инвалидов обратились родители детей-колясочников. Деньги удалось собрать за год. И, наконец, появилась возможность проводить занятия по плаванию со всеми удобствами. Бассейн посещает около 10 человек с ограниченными возможностями. Начав из рекомендаций врачей, в последующем находят в воде смысл жизни. Уже после первых посещений замечают положительное влияние на общее состояние организма. А для Марии снова начать заниматься плаванием стоило немалых усилий. Мария Кудрина занимается подводным плаванием с детства. Планы у девушки были амбициозные. Тренер из Новосибирска присмотрел Марию на профессиональное плавание по водному поло. Но в 2014 году при очередном погружении в воду девушка получила травму шеи, после которой у девушки парализована нижняя часть тела до груди. Мы первый раз попробовали, когда где-то полгода была Маше травме. И начали пробовать, как у нее плавучесть какая. Одела кучу нарукавников, спасательных жилетов. Первое занятие, она просто привыкала к воде, потому что новое состояние, нету координации, нет чувства воды, это тяжело. В воде я чувствую себя намного комфортнее, чем я чувствую себя в кресле. И поэтому для меня плавание в бассейне – это вообще что-то потрясающее. Не прошло и года после тренировок Мария приняла участие на чемпионате республики, где стала чемпионкой. Также достигла хороших результатов на чемпионате России. Мария рассказывает, что если бы не поддержка друзей, неравнодушных мирнинцев, ничего этого бы у нее не было. У нас спрашивали, как они в бассейн попадают. Ну вот, на руках, добрыми людьми на руках сюда попадали. Есть люди, которые даже интервью слышали, ребята, и выходили к ней на сайт и предлагали свои услуги. Приходят бескорыстно, с открытой душой, в любой момент отзываются. Если бы не они, этого бы ничего не было. Пандуса у нас еще не везде. Приходится меня на руках, на лестнице носить. Поэтому, если мы находим помощника, с удовольствием. Бассейн, это радость для меня на самом деле. У Марии много интересов. Иностранные языки, путешествия. Все это она обрела, осилив страх воды после травмы. На данный момент девушка готовится к республиканскому чемпионату. Теперь, благодаря примеру Марии и установке подъемника, плаванием будут заниматься и другие ребята. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Эфир нашего телеканала продолжит обзор новостей и событий Ниренгринского района. Я с вами на этом прощаюсь. Это были итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе. Добрый вечер. В Южной Якутии представители местного отделения ДОСААФ организовали турслет, посвященный 15-летию создания Ниренгринского поисково-спасательного отряда. Турниры и подобного рода соревнования, как считают организаторы, это профилактика безнадзорности, а также проявление патриотизма и гражданственности. Вид-зал – новое направление, набирающее популярность и в Южной Якутии. Все трассы прокладывают в помещении. Для участников были подготовлены самые популярные и любимые всеми маршруты с препятствиями. Переправа, бабочка, имитация разрушенного моста, бревна и ромб-рукоход. Детям очень нравится, тут и они могут узнать очень много нового. Допустим, вот такой трассы у нас еще не было, где можно подняться и потом спуститься по лучу. Также привлечены у нас дети, которые впервые, вообще они еще ни разу не участвовали в этих мероприятиях. Сегодня они имеют возможность ознакомиться с маршрутами, чтобы в дальнейшем уже принимать участие в полноценных турслетах. Желание поучаствовать в новом направлении турслета изъявили школьники города Нерюнгри и поселка Чульман. Всего более 70 участников. Для Анны Сашниной такие препятствия не в новинку. Школьница начала увлекаться подобным видом спорта и еще с лета. И уже не раз принимала участие в турслетах. Нас пригласили полазить в веревочном парке. И я пошла вместе со всеми и узнала об этой организации. Если раньше считалось, что практиковать йогу могут в основном молодые люди, в настоящее время сосредоточенность и осознанность, необходимые во время занятий, легче достигаются людьми, перешагнувшими 50-летний рубеж. Тому подтверждение активные нерюнгринцы, пропагандирующие не только йогу, но и здоровый образ жизни в целом. В парке имени Чиряева, где по утрам Галина и Матильда проводят зарядку для здоровья, каждый день присоединяется все больше желающих, и уже набралась небольшая группа здоровья.
Основные из выполняемых упражнений предполагают сосредоточенность на себе, на своих ощущениях и результатах. Активистки поделились, что в канун женского праздника для стимуляции желающих глава города Нерюнгри обещал выделить группе здоровья 10 пар палок для скандинавской ходьбы. Несомненно, это станет стимулом для дальнейшей дружбы со спортом. Когда зарядку и физические упражнения, воздух, солнце, ты совсем другой, все по-другому получается. Уже у людей бизнес должен развиваться получше, гораздо более, на другом уровне, когда люди зарядку делают, бегают по утрам, в любое время года. Вот таким насыщенным и интересным был сегодняшний день в городе Нерюнгри.